Общественные организации Молдовы выступили в защиту председателя Лиги русской молодежи. Игоря Тулянцева обвинили в разжигании межнациональной розни из-за использования лозунгов времен Второй мировой войны. Общественные организации выступили в защиту Тулянцева, считая, что нападки на лидера Лиги русской молодежи – не что иное, как нарушение его прав. Реакцию со стороны властей на акции, организованные Лигой русской молодежи в День Победы, нельзя считать однозначной, уверены представители общественных организаций Молдовы. Возбуждение уголовного дела против председателя Лиги русской молодежи Игоря Тулянцева – это нарушение его прав и несоблюдение главного демократического принципа плюрализма мнений, заявили правозащитники. Такая ситуация, она должна быть пресечена, и не имеет значения, кто попал в эту ситуацию. Председатель Лиги русской молодежи или руководитель организации какой-то другой направленности. Вопрос идет в том, что гражданин Республики Молдова имеет одинаковые права и обязанности, и если он не нарушает общественного порядка, если его действия не угрожают жизни любому другому окружающему, любым другим окружающим, то нельзя эти действия трактовать для одних по одному, для других по другому. Уголовное дело против Игоря Тулянцева было возбуждено в связи с использованием 9 мая Лигой русской молодежи лозунга, который, по мнению властей, разжигает межнациональный конфликт. Аргументы в пользу обратного власти просто не брали в расчет, уверены защитники Лиги русской молодежи. Изменилась геополитическая ситуация. Кое-кому в Европе хотелось бы пересмотреть какие-то территории, какие-то границы, какие-то свои вопросы уже с сегодняшней точки зрения в пользу своей, какой-то выгоды, скажем, на сегодняшний момент. Поэтому, конечно, появляются различные теории, различные спекуляции, которые используются различными политическими силами. Мы должны просто толерантно относиться к тому, что у нас было в нашей истории. Причиной неправильной трактовки исторических фактов общественные деятели считают тотальную политизацию общества. По их мнению, через призму современности многие факты истории, к сожалению, трактуются нынешними политиками в угоду сложившейся конъюнктуры. Уже в течение 20 лет дети учат историю по учебникам. Это нормально и естественно. Наполнение этих учебников носит очень политизированный характер. И те люди, к сожалению, у нас есть даже две разные группы историков, которые по-разному трактуют одни и те же события. У нас политизировано все. У нас политизирована история, у нас политизирован язык, у нас политизированы наши отношения. В одной из последних программ «Вечерний разговор» нашего телеканала председатель Лиги русской молодежи Игорь Тулянцев заявил, что в уголовном деле, возбужденном против него, он видит признаки более масштабного процесса, губительного для Молдовы. Дело возбуждено на самом деле не на меня, не на мою организацию, не на организацию, вернее, которую я представляю. Любой другой мог быть на моем месте. Это месть власти в отношении того, как прошло у нас празднование Дня Победы. Этот вывод, кстати, не только мой. Я до последних дней молчал. Мне было интересно, что скажут люди. Адвокат просто в бешенстве звонил мне постоянно. Говорит, я сколько политических дел вел, но такого беспредела и бардака не было никогда. То есть такой явной просто заказухи. Представители гражданского общества потребовали немедленного прекращения уголовного дела против Игоря Тулянцева. В противном случае последует обращение в международные правовые структуры.